Зеро Фимас, здравствуйте, уважаемые зрители Апснахабар. Мы продолжаем свою работу. Тема сегодняшней нашей беседы с постоянным экспертом Ливаном Мика – это абхазо-российские отношения. И прежде чем мы начнем, я прошу подписаться на Апснахабар во всех социальных сетях. Мы есть в YouTube, Instagram, Telegram, Facebook. Есть также сайт Апснахабар и TikTok. Ливан, тема наша сегодняшняя – это абхазо-российские отношения. И прежде чем я сформулирую вопрос, хотелось бы немного предыстории. Я какими-то такими частями буду пытаться рассказать ее, потому что недавно видел статью грузинского автора на тему абхазо-российских отношений, и он говорил о том, что 30 лет Россия поддерживает Абхазию, Россия помогает и так далее. Но даже в нашей новейшей истории все было совсем не так. Возьмем войну, которая в том числе стала возможным из-за того, что бывший президент России Ельцин дал такой карт-бланш на Блицкриг. Далее была блокада, и несмотря на эти сложные взаимоотношения между Абхазией и Россией, все-таки абхазский народ и абхазское руководство всегда ориентировалось на долгосрочные отношения. И уже при Владимире Путине погода начала меняться, отменили сперва блокаду, потом мы помним события 2008 года, война, и далее признание нашей независимости. Так что не всегда эти отношения были такими безоблачными, но, еще раз подчеркиваю, всегда, на мой взгляд, если брать последние 30 лет, Абхазия понимала, что если говорить про геополитику, в долгую нужно выстраивать отношения с Российской Федерацией. И сегодня мы видим, наверное, такое некое, не то что похолодание, некое обращение уже Российской Федерации к абхазскому руководству и подчеркивание тех соглашений, которые абхазское руководство не совсем добросовестно выполняет. Это я говорю о Пицунской даче. Мы знаем, что есть нота МИД России. Она, к сожалению, пока не опубликована, но общественность, политические партии уже обратились, и депутат парламента, насколько я помню, Эрик Рштуни тоже обратился в МИД Республики Абхазия, чтобы эта нота была опубликована. И такой не очень позитивный фон. Вместе с тем добавлю сюда еще задержание наших граждан на российско-абхазской границе. У тебя был расширенный комментарий на этот счет. Была наша пресс-конференция. Есть определенное напряжение, и нынешнее руководство Абхазии как-то пытается представить своих оппонентов внутри страны как антироссийски настроенных. А в итоге мы видим, что российские официальные власти обращаются именно к абхазскому руководству и к абхазским властям, именно официальным, не к народу, не к общественности, с претензиями определенными. И если я ошибся в этой такой исторической справке, прошу меня поправить. И мой вопрос это: почему российско-абхазские отношения все-таки носят стратегический интерес и Абхазии, и России? Не какие-то тактические решения, как Пицунская дача или что-то другое. Спасибо за вопрос. Я хотел как раз таки с этого и начать, с той стратегической ошибки, которое допустило наше руководство, не обозначив цели и задачи стратегического союза. Изначально наш президент в своих официальных заявлениях, в своих пресс-конференциях, в своих беседах и так далее не подчеркивал, какую роль Абхазия играет в этом стратегическом союзе. Все время были фразы типа «мы ничего не стоим»,
Это, значит, мы, значит, ничего не можем. То есть то геополитическое место, которое Абхазия занимает на Южном Кавказе, и та история, которая сделала так, что Абхазия стала на карте Южного Кавказа самостоятельным независимым государством, и какую она роль должна играть и в дальнейшем в продвижении своих интересов и интересов Российской Федерации, было вообще не говорилось об этом, да? Не были поставлены вот эти стратегические цели и задачи внешнеполитическому, значит, нашему ведомству, не были поставлены задачи нашим научным центрам для обоснования нашей стратегической роли на Южном Кавказе. И здесь, вероятнее всего, больше вот понижение, так скажем, статуса Абхазии, ее значимости. Это, значит, вина того курса внешнеполитического, который начал вести президент с первых дней своего президентства. Президент Бжаня, президент Бжаня, да. Ну, да, правильно сказал, потому что Владислав Григорьевич Ардзинба очень всегда четко об этом говорил, о той стратегической роли, которую Абхазия играет, и всегда призывал, значит, признать не только Российскую Федерацию, но и все страны независимости и суверенитета Абхазии, подчеркивая то, что какую длительную борьбу абхазский народ вел за независимость, как долго ее отстаивал и как готов отстаивать и в исторической перспективе. Да? И эта борьба абхазского народа и правильный курс, выработанный нашим первым президентом, продолжил наш второй президент Сергей Васильевич, и это привело к знаменательному событию значит, для всего Кавказа, это признание Абхазии и Южной Осетии. Да? И это было сделано именно благодаря тому месту, которое Абхазия занимает, так скажем, в геостратегическом плане, да, на Кавказе, благодаря тому, что мы преданные союзники, заключив с Абхазией договор союзнический, да, абхазцы всегда в историческом плане, если взять экскурс истории, они всегда надежные союзники. И здесь надо сказать еще очень о главном факторе, что вот в войну отстоял абхазский народ. У нас в начале, значит, войны не было никакой армии, были только зачатки формирования. И сегодня гарантом независимости и безопасности Абхазии может только выступать сам абхазский народ. И эту поддержку, которую Российская Федерация нам оказывает, она оказывает именно абхазскому народу, который является союзником, значит, российскому государству и российскому народу. И вот непонимание вот этой всей, вот, так скажем, стратегической задачи, которую Абхазия может выполнять, и которую исторически выполняла, сведение до, так скажем, коммерческого проекта, абхазского проекта, не геостратегического, геополитического, каким он является, да, проект Абхазии, политического, сведение его до коммерческого проекта, да, что Абхазия это территория, где можно решать коммерческие, и нужно решать какие-то коммерческие вопросы,
имеется в виду там с инвесторами, Абхазия, политическое руководство себя позиционирует как там коммерсант, который Друг инвесторов. Да, друг инвесторов, который должен создать условия для формирования, так скажем, внешнего инвестора, для того, чтобы условия для того, чтобы они хорошо, много здесь денег зарабатывали, максимальное количество, и решали свои вопросы, да. Ну, мы же понимаем, что когда речь идет о деньгах, то здесь всегда без участия личного, без личного интереса не бывает, да. И поэтому на выдвижение на первый план коммерческих интересов и остальных всех политические вопросы, стратегические вопросы обороны, безопасности, я считаю таким же стратегическими вопросами, как национальная культура, язык, потому что это дух нации. Если нация вооружена сегодня, должна быть не только значит, современным оружием, но и должен быть силен дух нации. Это самосознание. Самосознание приходит через историю, через культуру, литературу и так далее, о чем мы с тобой часто говорим. И вот все эти вопросы, как я уже сказал, были отодвинуты в сторону. И выпукло начали обсуждаться коммерческие вопросы. И, значит, обосновать с точки зрения, с точки вот эти проекты, которые президент предлагает нашему обществу, обосновать их с точки зрения наших ценностей невозможно, с точки зрения ценностей абхазского государства, суверенитета Абхазии невозможно. Поэтому было принято такое, значит, решение обосновывать их с точки зрения коммерческого интереса. Да? И когда мы поставили вопрос, и общество, оппозиция, гражданское общество поставило вопрос о том, что а где же наши стратегические интересы, где наши интересы экономические, где наши интересы культурные, демографические, и они вошли в противоречие с этими проектами, да, значит, ничего лучшего обоснования, как не нашлось, как назвать наше общество, наше гражданское общество, оппозицию антироссийскими, да, потому что ну, то есть, и это все на самом деле голословно, то есть никакой аргументации, почему те люди, которые защищают национальные интересы, те люди, которые продвигают интересы Абхазии в внешнем мире, почему они антироссийские, с чего, как это можно обосновать с точки зрения, как можно аргументировать с точки зрения антироссийскости. Поэтому эта абсурдность вот этих позиций, она была примитивизирована, то есть началась такая примитивная аргументация, что Россия отнимет паспорт, ну, закроет нам границу, отнимет паспорта, там, лишит нас пенсии, там, отдыхающие перестанут ездить там, и так далее. То есть, но ну, как это обосновать? Где здесь стратегические интересы России? Где здесь интересы частного бизнеса, олигархического, коммерческих их интересов? Они же неравноценны, не стыкуются. Поэтому, естественно, вот эти все действия, они, я считаю, вот такие вредоносные действия сегодняшней власти, президента Абжани, они наносят колоссальный ущерб не только Абхазии, но и внешним стратегическим интересам Абхазии и России. Я хотел бы остановиться вот на таком вопросе. Есть
событие 26 декабря, когда парламент ратифицировал соглашение по Пицунде и перед этим принял еще несколько законов, в том числе конституционные. И вот уже 1,5 месяца мы были в ожидании, потому как не было сообщения о том, какая дальнейшая судьба, есть ли обмен там нотами и так далее. И совсем недавно, на прошлой неделе, появилась информация, что МИД России направил ноту в адрес абхазского МИДа, но в публичное пространство эта нота еще не попадала. Тут надо сказать, что о содержании этой ноты уже в общественности знают, хотя, еще раз повторяюсь, публично эта нота еще не как бы продемонстрирована обществу. И здесь надо отметить, что власть продолжает вот этот свой путь, да, тайный путь, да, продолжает с него не сходить. И сейчас есть опасения, что каким-то образом все-таки власть постарается спрятать эту ноту. А ее содержание очень сильно раскрывает вообще карты и по Пицунской госдаче, и по заинтересованным, и насколько это все-таки было как бы дача предназначена непосредственно для президента России, там очень много вопросов всплывает. Вот как ты думаешь, сумеет ли власть все-таки спрятать эту ноту от общества и не показать ее содержание? И как общество может реагировать? Потому что вот все, что связано с Пицундой, все происходило как-то вот ночью, незаметно, тайно там и так далее. Я думаю, нет. У них это не получится. Не получится ни в коей мере. Здесь, я думаю, все общественные силы заинтересованы в том, чтобы знать правду. И власть вынуждена будет открыть и показать все как есть. В данной ситуации вот так за спиной народа, за спиной нашего общества опять какие-то дела крутить как-то, значит, это не получится. У нас был прецедент, кстати, у нас, вот если помнишь, железнодорожный кредит, если я не ошибаюсь, тогда как раз через МИД. Ну тогда не знали, да. Не знали об этом. Сейчас все это происходит на фоне того, что в 5 утра нарушение вообще каких-то норм человеческих, да, условно говоря, принимаются какие-то решения, мы им говорим, зачем вы это делаете? Сделайте в обычное время с обсуждением, примите, что выслушайте нас и так далее. Мы же так предлагали, что мы зашли на сессию, объяснили свою позицию. Нет, все делается опять криво-косо. И, естественно, хватит уже заниматься, значит, подрывной деятельностью. Не надо подрывать Абхазию. Открывайте все. Мы требуем открыто, все делать уже открыто. Это уже, переходит все рамки. Это переходит все люди видят все. Так невозможно уже действовать. Все действия должны быть прозрачны и открыты. Вот, поэтому, я думаю, все эти процессы и действия нашей власти вот таким образом, они ни в коем мере не устраивают Российскую Федерацию. Я тоже хотел бы на это надеяться, что все-таки, и мы видели, кстати, ответ посла на заявление Аруа тоже, все-таки хотелось бы, чтобы Российская Федерация тоже обратила внимание и на альтернативные источники информации. Потому что наша власть очень умело уже несколько лет вводит за нос абхазское население, да, абхазских граждан, обещая то одно, то другое, то третье, и ничего не выполняя. И, судя по всему, учитывая то, что происходит с Пицундой, как бы эту стратегию она еще выбрала в отношениях с Российской Федерацией. Это долго, так вечно не может продолжаться. Да, правда будет скрыта. Да, здесь, Ливан, надо сказать, что те формы устрашения, которыми занялась власть, да, значит, это принятие закона о иноагентах.
Это, значит, передача списка наших граждан на границу, чтобы, значит... Я вот хотел, да, Ливан, да, вот, я перечислю Российской Федерации, да, для того, чтобы их останавливать. Выступление недавнее президента на, значит, прокуратуре, да. на ежегодном отчете Генеральной прокуратуры, значит, где он просто в открытую запугивал нашу, значит, интеллигенцию, ну, всех людей, которые против. Это просто говорит о том, что власть пытается... Еще другие методы, я сейчас нету времени, как-то в другое время мы расскажем о том, что какими методами... Как с оппонентами борются. Да, как с оппонентами борются, и как власть, используя все возможные там непорядочные, можно так сказать, формы, хочет, так сказать, закрыть чужое мнение, сделать так, чтобы это мнение не было достоянием общества, чтобы правда не вышла наружу. Я думаю, ничего не получится. То есть закрыть, запугать это невозможно. Ну вот есть все-таки момент. Мы говорим о том, что все население Абхазии в абсолютном своем большинстве лояльно к Российской Федерации. И, как мы понимаем, наша власть, используя такой рычаг, как российские спецслужбы и свои взаимоотношения с ними, задерживает, да, на границе наших граждан. И это, на мой взгляд, форма все-таки запугивания. И, наверное, на каком-то этапе это сработало, потому что публично о том, что наших граждан задерживают и спрашивают, почему вы против того или иного политика в Абхазии, или если у вас там антироссийские настроения, в публичное поле это вышло только совсем недавно. Элеонора Гилаян, журналистка, потом вот, ты заявил, потом Инал Хашиг, Эмо Ходжа, то есть как бы очень многих это коснулось и касалось за последнее время. Но вот на общее обозрение только вот в начале года да, появилось. Все-таки, наверное, какие-то рычаги власти работали на определенном этапе, потому что все-таки люди не заявляли о том, что их задерживали и спрашивали. Публично не заявляли. Мы-то знали, что есть такие прецеденты. И как ты думаешь, как-то это может все-таки повлиять на настроение абхазского населения вот, к России, эти многочасовые и, там, общения, да, с представителями российских силовых структур? Ну, в стратегическом плане, я думаю, безусловно, подавляющее большинство нашего населения, они верят России и, значит, понимают, что все эти вещи, они инспирированы именно нашей властью, что за этим стоит не желание России там как-то помешать развитию Абхазии и так далее. Это безусловно, что Россия, признав Абхазию, стала гарантом ее независимости, суверенитета, что долгие годы Российская Федерация помогает экономически Абхазии. Здесь, я думаю, на самом деле градус негатива направлен против власти. То есть эти все действия, они подрывают веру в то, что сегодняшняя власть легитимна. Понимаешь? То есть вот эта легитимность власти сегодня очень сильно подорвана. Потому что понятно, все вот эти действия, что, например, давай разберем, значит, закон об иноагентах, да, который... Это следующая тема, которую я хотел затронуть. Да, которую продвигает сегодняшняя власть. То есть представить свой народ как, значит, людей, которые получают, да, гранты там от международных организаций, и что они действуют во вред
этим самым Россией, это просто абсурдное, значит, представление, да, об этих действиях. Ведь это окно в мир, в котором Абхазия представлена как независимое государство, как государство, которое не оккупировано, а является союзником России. И, значит, закрытие этих всех возможностей для Абхазии приведет к тому, что эту нишу займут другие. И все это приведет к тому, что Абхазия и Россия ослабевают на внешнем, да, факторе. И вот эту всю ради каких-то своих продвижения своих проектов, это же все сделано для того, чтобы никто не мешал продвигать свои личные проекты, да, и представлять, то есть это огромное количество людей, которые столько лет верой и правдой, ну, служат Абхазии, делают Абхазии, приносят Абхазию пользу, и это все сегодня переворачивать, это говорит о том, что на самом деле это, ну, кроме того, что, значит, они пытаются это представить в другом свете для того, чтобы освободить себе, да, политическую площадку. Там же фактически закон о иноагентах это что? Это фактически деление людей на два сорта. Да? Одним разрешается политическая деятельность, другим нельзя. Ну, там закон довольно четко все описывает. Да. Что, да. И поэтому вот освобождение своего политического поля для того, чтобы, я уже вначале говорил, для того, чтобы превратить Абхазию в коммерческий проект, ну, это же очевидно и видно всем. Да? И поэтому я думаю, что сейчас, когда, да, в какой, да, там, международные события говорят о том, что идет такой передел, что ли, мира, где идет, Россия отстаивает свои национальные государственные интересы в противостоянии со всем миром, да, и сейчас говорить о том, что у России есть какие-то, ну, какие-то коммерческие, мелкокоммерческие интересы в Абхазии, ну, это есть у власти сегодняшней, а не у России. Поэтому, ну, это на самом деле до такой степени, значит, принижение такой, значит, той роли, которую Россия ведет, это же очевидно, что это мелкочастные интересы сегодняшней власти, которые хотят в мутной воде какую-то, значит, золотую рыбку. Да. Наша же позиция в том, чтобы сегодня укреплять суверенитет Абхазии, заниматься внешней обороной, то есть решать вопросы обороны и безопасности, укреплять нашу оборону. Сейчас не до каких-то мелкокоммерческих интересов власти. Пусть они успокоятся. Это не то время. И не то. Мы вот постоянно и с тобой записывали о том, что какие меры надо предпринимать в области обороны и безопасности, и укрепления нашей экономики и финансовой составляющей, да, что у нас должны быть и финансовые рычаги для укрепления нашего суверенитета, которые, значит, президент Бжаня называет антигосударственными, антинародными. Но это просто, ну, на самом деле такой бред, да, человек, который предлагает, значит, укрепить финансовую систему Абхазии различными продуктами, это все, и в Российской Федерации это происходит, различные продукты существуют, да, и параллельно существует там и цифровая сегодня, и финтех, да, и цифровая экономика, и финтех, и все это надо развивать для безопасности и стабильности Абхазии, что, значит, эти формы смогут имитировать, значит, деньги. И в этом ничего не понимая, обвинять, как говорить прокуратуре, займитесь, направьте меч, направьте меч против людей, которые думают о финансовой стабильности Абхазии, о том, что, безусловно,
в этой ситуации мы должны сами думать о том, как укрепить нашу экономику. Российской Федерации сейчас не до нас, у нее своих проблем много. Если мы сможем самостоятельно решать свои финансовые вопросы, это же плюс в наших взаимоотношениях. И просто говорить о том, что нет, давайте это не решать, давайте просить деньги, да, всегда надо просить деньги. И это является пользой для нашей страны. Поэтому на самом деле это, конечно, сегодня это, мне кажется, что очень, как это сказать, вот эта вот деятельность наших властей и ее подход к решению вопроса, они очень пагубны для нашей страны. И вот, наверное, все-таки завершающий вопрос. Учитывая, что действия наших властей направлены во всех аспектах все-таки для подавления оппозиционных, да, деятелей, для подавления гражданского общества. И вот даже на кон они готовы ставить российско-абхазские отношения, как мы видим, использовать просто свою власть, да, вот, в Абхазии. Каким ты видишь выход из положения? Если мы говорим о том, что нота скоро появится, и все-таки ее опубликуют, эта информация даст такой серьезный толчок наверное, для того, чтобы поднять эту тему российско-абхазских отношений уже вот на тот самый стратегический характер, а не такие какие-то личные интересы. Вот как ты видишь выход из ситуации с действующей властью? Я, честно говоря, наша власть далеко, очень далеко зашла. И ничего конструктивного я не слышу от них. То есть они себя исчерпали. Я не вижу никакого вот дальнейшего позитивного или конструктивного с их стороны. Они только хотят разговаривать с помощью силы, ультиматума, там, не знаю, приказов и так далее. Никаких других оттуда импульсов не идет. Поэтому я думаю, сегодняшняя власть себя исчерпала. Они должны уходить в отставку. Спасибо большое. Спасибо за эту беседу. Сегодня мы говорили о российско-абхазских взаимоотношениях в контексте нынешней власти, которая сделала очень много для того, чтобы пошло такое похолодание, что ли, вот в официальных сообщениях. Мы это видели и в сообщениях МИД, мы видели это и в высказывании посла. И будем рассчитывать, что все-таки абхазскому обществу удастся донести свою позицию, свою честную позицию до российских коллег. Что касается действий наших властей, на мой взгляд, что они продолжат усугублять и свое положение, и весь фон российско-абхазских отношений. По-моему, они этот путь четко избрали и следуют ему. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на Апснахабар. Абзирас.